Помогать медработникам во время пандемии, регулярно проверять качество горячего питания в школах и постоянно следить за состоянием дорог республики. Это лишь малая часть обязанностей активистов Общероссийского народного фронта. Более 20 социальных направлений, более 12 национальных проектов. Цель, как всегда, одна – повысить качество жизни населения. В Северо-Остинском отделении ОНФ подвели итоги 2020-го, который для всех нас стал непростым годом. О том, что удалось за 12 месяцев и какие планы стоят перед активистами в этом году, расскажет Сабина Гатагова. Акция «Мы вместе» Общероссийского народного фронта объединила 15 волонтерских движений. Во время пандемии коронавируса никто не остается в стороне. Добровольцы доставляют лекарства и продукты нуждающимся, работают на горячих линиях, помогают медработникам в больницах. Волонтерский штаб, который был создан по отработке обращений на прямую линию президента, он практически в полном составе превратился в штаб оказания помощи людям, в первую очередь пожилым, маломобильным, которые больше всего в этом нуждались, которые входили в группу риска на тот момент. И включились в эту работу, отработали более 20 тысяч заявок, вплоть до того, что оплачивали услуги ЖКХ тем людям, которым нельзя было выходить на улицу. И эта работа, она продолжается и по сей день. Качество жизни населения – приоритетный проект, говорят активисты. Когда непростая эпидобстановка, общественники готовы реагировать на каждую проблему. Во время карантина ОНФ проверял цены на продукты питания и медикаменты. За счет того, что был постоянный контроль как с нашей стороны, так и со стороны органов исполнительной власти, в принципе, большую часть продуктов удавалось удерживать. К сожалению, рост продуктов питания есть, тому наверняка есть и объективные причины, есть и небольшая, но инфляция, где-то неурожай может повлиять, но когда есть контроль, тогда не бывает резких скачков необоснованных. С начала учебного года Народный фронт проверил качество горячего питания для учащихся младших классов более чем в 20 школах Владикавказа. Проверяли и работу в районах. Внимание уделяют как организации завтраков и обедов, так и состоянию самих столовых и пищеблоков. Еженедельно посещаем по несколько школ, смотрим, насколько качественно вот это поручение исполняется. Да, есть моменты, где есть замечания, мы это все делаем совместно с Роспотребнадзором и поэтапно будем все эти замечания, все эти недочеты будем исправлять. Большой рост и в поисковой работе. 188 заявок поступило от родственников тех, кто пропал на фронтах Великой Отечественной. Нашли информацию о 17 бойцах. В эту работу свой вклад вносит и молодежка ОНФ. Один участник войны был найден в Венгрии, и родственникам этого солдата нашего было очень, прям до слез приятно узнать это, и они уже собрались прямо отсюда, говорит, мы обязательно навестим его могилу. Регулярно мониторит ОНФ и состояние дорог. На сегодняшний день на региональной карте убитых дорог зарегистрировано более 150 объектов, из них более 40 уже капитально отремонтировали. Мы мониторим не только городские, сельские, но мы также мониторим дороги регионального и даже федерального значения. Вот буквально недавно выезжали на строительство дороги Владикавказ-Моздок. Там, в принципе, работы идут качественно, но уже имеется отставание от графика. Более 20 социальных направлений, 12 из них национальные проекты. Работы еще предстоит много. Активисты ОНФ уверены, главное, что есть результат. Сабина Гатагова, Лана Бзыкова. Новости Осетии.